Вы ведь служили тогда в Литве, в Карабахе. Ничего не предвещало, что Союз нерушимых республик свободных распадется тогда? Конечно, ничто не предвещало. Но вот, кстати, помню январь 1972 года, когда нас подняли по тревоге. Ночная укладка парашютов на плацу. Потом загрузка боеприпасов на платформы для десантирования. Потом отбой, но спали прямо одетые с оружием. И говорят, значит, в Грозном заваруха. В Грозном что-то происходит. 1972 год. И якобы будут бросать в Грозный под видом учения, значит, кого-то там что-то усмирять. Вот кто, что, чего, в конце концов, так никого не бросили, хотя из 2 полков собрали сводный батальон, перебросили в Грозный, как нам ребята рассказывали, с развернутым знаменем, с оркестром, со всей боевой техникой, вот так вот по улице походили, в самолеты загрузились и улетели. Демонстрация силы. 73-й год. Точно, это январь, число 20 примерно января 1973 года. Вот там были какие-то события. Что конкретно, я не знаю, но что-то там происходило. Возможно, то, что как раз между ингушами и чеченцами, они как раз в то время стали возвращаться, и те, и другие из ссылки сталинской, и, видимо, сказать, обнаруживали у себя, значит, заселенные кем-то другими, значит, дома. И вот уже что-то там, вот это я помню, такой факт был. О ком мы не говорим. Говоря здесь о тех, о ком мы не говорим, разве не упомянул ты о тех, кого нельзя упоминать? Не упоминай о тех, кого нельзя упоминать. И о ком мы не говорим.